Ассаламу алейкум, здравствуйте. Сегодня я бы хотела обратиться к гражданскому обществу Киргизстана, именно к СМИ, к журналистам, к блогерам. Последнее событие, которое происходило между таджиками и киргизами, меня очень огорчило. И мне очень больно, что война все-таки началась. Дело в том, что, как мы наблюдаем за последние дни, именно это гражданское общество активно бегало по всем организациям. Они устраивали различные пикеты, митинги с акцентом на то, что таджикская страна агрессор. Очерняли по-всякому целую нацию. Вы меня извините, конечно, но Таджикистан – это моя родина, это моя нация. Несмотря на все это, мы вас никогда не считали своими врагами. Вы для нас не являетесь врагом. И я очень надеюсь, что вы того же мнения о нас. Я тут хочу отметить, что таджикский народ очень мирный народ, дружелюбный народ. В истории Таджикистана не было такого, что когда-нибудь они нападали на своих соседей, либо на кого-то другого. Они действительно защищались, они оборонялись, но никогда они первыми не нападали. Конечно же, непосредственно тут вина лежит на наших чиновников, на наших политиков, потому что они вовремя не смогли остановить горячую голову, они не смогли остановить конфликт в течение 15 лет. Они много раз встречались, подписывали договора, соглашения, протоколы, но, к сожалению, они не смогли решить этот конфликт. Почему все это время не задавался вопрос, что почему не решается этот конфликт? Если посчитать в течение 15 лет, пойдем, если по хронологии, посчитаем, просто суммарно посчитаем, сколько было потери и жертвы со стороны таджикского народа. Намного больше было потери. И я тут вам одно скажу, что в основном были нападения с ваших сторон, со стороны киргизов. Вот именно стреляя с охотничьих ружей мирным жителям Таджикистана. Но все это время мы воздерживались. И до сих пор мы воздерживаемся. А если пойти по вашей логике, все это время мы тоже должны были бегать по организациям, по всем инстанциям. И обвинять киргизский народ. Киргизстан, что она является страна-агрессор. Но мы же этого не делали. Мы же не плакали, не ходили по организациям. Мы из себя не строили жертву. Меня беспокоит другое. Больше всего, что киргизские СМИ и блогеры все это время нигде никогда не показывали, нигде не указывалось, что были потери и жертвы со стороны таджиков тоже, со стороны мирных жителей, со стороны военных. К сожалению, этого не было с вашей стороны, уважаемые киргизские активисты. Мне очень жаль, конечно. Я сегодня искренне приношу свои соболезнования всем семьям погибших с обеих сторон. Но давайте все-таки будем акцентировать свое внимание на проблему, на решение проблемы, на решение конфликта. Чтобы этот конфликт не продолжался, чтобы не было больше войны. Но тут меня огорчает еще другое, что вы бегаете и по организациям устраиваете митинги, строите из себя жертву. Ведь жертва же была с обеих сторон. И в то же время ваши СМИ выбрасывает такие инфомусор. Опять же,
Мы наблюдаем очень много таких материалов, которые никаким боком не относятся к этим событиям. И мы видим такие материалы, многолетние, такие давние материалы, которые из других событий взяты. Но, к сожалению, вы показываете эти кадры, как будто вы эти кадры из этих событий, из этих конфликтов. Уважаемые активисты киргизские, давайте смотреть правду в глаза. Ведь правда когда-нибудь откроется. Действительно, я понимаю, что война – это ужасная вещь, это страшная вещь. Всегда говорили, что на войне не бывает победителей. На войне бывает всегда потерпевшие. На войне бывает всегда голод. Мы на войне видим слезы наших матерей, детей, стариков. Кто-то теряет там своих кормильцев. Мне очень жаль, действительно. Я не хочу войны. И я думаю, что таджикский народ никогда не хотел войны. Но это случилось. Опять же случилось. Но тем не менее будем акцентировать свое внимание на мир, на решение проблем. Я так понимаю, что многие активисты, многие блогеры сами не знают, что делать, сами не ведают. У них нет конкретных достоверных информаций. Ведь эти конфликты были же... Этот конфликт был только не один раз. Эти конфликты же были несколько, продолжалось. Сегодня мы видим, когда действительно этот конфликт обрел такую масштабную силу, естественно, все говорят. Ну, почему-то вы, уважаемые киргизские активисты, когда таджикские активисты вас призывали к диалогу, вы тогда не отзывались. Мы призывали вас не к войне, а к миру, чтобы решить этот конфликт, поставить точку, чтобы не было сегодня жертвы с обеих сторон. Ну, опять же, так и случилось. Мне очень жаль, что мы зачастую подходим к этим вопросам именно как после пожара. Потом уже агитируем. И опять же тут появляются популисты. Опять же кто-то там делает на себя имя. Какое-то свое имя. Они ведут грязную игру. Уважаемые, опять же, блогеры, СМИ, вы же разжигаете войну между соседями. Вы же все это время давали дезинформацию. Вы провоцировали народ. Давайте все-таки не будем терять бдительность и будем исходить из того, что был мир. Давайте быть благоразумными. Давайте поставим точку на этот конфликт. Давайте перестанем бегать по организациям и организовать всякие митинги и протесты. Ни к чему хорошему это не приведет. Конфликты
И война ни к чему хорошему не приведет. Опять же, я вас призываю к миру, не поддаваться провокациям. Мне кажется, что все-таки есть третья сила. Кому-то это на руку. Но мы с вами соседи, мы не хотим войны. Я уверена в том, что вы тоже не хотите войну. Так что мир вашему дому. Будьте благоразумными и не поддаваясь провокациям всяким. До свидания.